Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир» Челябинской области в программе «Уралым». Состоялась презентация тульских пряников с башкирским медом. Всем советую обязательно это попробовать. В Челябинске прошла выставка народных промыслов. Хочется возродить наши традиции. В Магнитогорске создан молодежный курултай. Башкорт культуран Челябинске. На российских прилавках появился новый продукт – тульский пряник с башкирским медом. Соединить два знаменитых бренда воедино было решено после бизнес-встречи в Челябинске. Тульский пряник с башкирским медом – это, наверное, тренд настоящего времени. Это объединение двух великолепных брендов наших регионов. Упаковку нового бренда украшает пчелка Дина. Она представлена в национальном башкирском наряде. Представители тульской кондитерской фабрики признаются, что при изготовлении дизайна нового продукта они также были избирательны, как и при выборе поставщиков башкирского меда из республики. Всем советую обязательно это попробовать, обязательно познакомиться с этим уникальным продуктом, объединяющим традиции разных областей. Сейчас объем выпускаемой продукции пряников с башкирским медом составляет 3 тонны в месяц. По словам производителей, пряники пользуются большим спросом, и летом ожидается увеличение до 10 тонн. В Челябинске прошла выставка народных промыслов. Башкирский курултай Челябинской области собрал тех, кто умеет мастерить своими руками. На встречу приехали рукодельницы из Аргаяшского, Кунашакского, Сосновского районов, Челябинска и Копейска. Они познакомили гостей и участников мероприятия со своими работами. Есть большая идея сшить, именно воссоздать костюм своей семьи, своих родов. Среди работ мастериц были как традиционный башкирский костюм, мужские рубахи и тюбетейки, так и украшения, картинки из шерсти и войлока, изделия из бисера, куклы в народных нарядах, нагрудники, топиарий. Уроженка Кунашакского района Салия Загитова изготовила головной убор башкирских женщин. Силы появляются для жизни. Вообще забываю про все, даже это, как говорится, про еду, про все, лишь бы мне это работать. Богатая выставка была подготовлена Занилей Галеевой, жительницей Копейска. Мастерица продемонстрировала сшитые своими руками костюмы курганских башкир. У меня все еще в памяти моя прабабушка, которая постоянно ходила передо мной в детстве в костюме в национальном. И мне уже с возрастом меня заинтересовало это все. Я начала изучать и пошивать. Гюльнара Шафикова выставила нагрудники башкир Южного Урала, которые своими формами и размерами отличаются от украшений башкир, проживающих в других регионах России. Мастерица признается, что ее увлечение национальными нарядами началось со знакомства с экспертом по фольклору Республиканского народного центра Гульгиной Баймурзиной. В настоящее время Гюльнара реализует собственный проект «Аулак-Ой». Хочется возродить наши традиции, чтобы к нам приходили девушки, молодые парни, которые ищут, допустим, себе невесту, чтобы они знакомились, общались, занимались именно своим ремеслом. Мастерицы утверждают, что использование элементов национальной одежды, украшений в современном наряде способствует сохранению богатой башкирской культуры. Также вызывает интерес у представителей других народов средств массовой информации. Организаторы, в свою очередь, отметили, что готовы поддержать рукодельниц в данном направлении. Для этого нужно чаще проводить выставки на областных мероприятиях, рассказывать о народных промыслах. При этом можно превратить свое хобби в бизнес. Башкортостан и Магнитогорский металлургический комбинат определили новые грани сотрудничества. На днях представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибулин встретился с руководством Магнитогорского металлургического комбината. За круглым столом обсуждался ход исполнения соглашения о сотрудничестве между правительством республики и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» от 2016 года. Взаимоотношения, я считаю, что переросли из отрасли поставок металлолома, скажем так, из Республики Башкортостан уже в, скажем, в большую плоскость
сказать, взаимоотношений, поставок уже товаров народного потребления, уже готовой продукции, то есть не сырья. И это очень сильно радует. За прошедшее с момента подписания договора время существенно увеличился товарооборот между Башкортостаном и ПАО ММК. Помимо этого, сотрудничество развивается и по многим социальным направлениям. Самый главный проект, который на данный момент есть у Магнитогорского металлургического комбината и Республики Башкортостан, это создание туристско-рекреационного кластера, соглашение о котором было подписано. И на данный момент полным ходом идет работа по выстраиванию системы работы этого кластера, по объединению наших курортов. Руководство ММК заинтересовано в усилении взаимодействия в сфере молодежной политики. Руководитель башкирского Курултая города Магнитогорска Азамат Ахметкужин, присутствовавший на встрече, выразил готовность разработать совместные проекты в этом направлении. Молодежное крыло башкирского Курултая, которым руководит Азамат Асхальевич, является одной из активных общественных организаций в области. Ребята и девушки участвуют в городских социально значимых мероприятиях. Они развивают направления по бизнесу, спорту. В этот же день они встретились с региональным постпредом Башкортостана Амуром Хабибулиным и председателем Магнитогорского городского собрания депутатов Александром Морозовым. Самое главное, что у Курултая нашего Магнитогорского есть огонек в глазах. Хотелось бы, чтобы он был и в делах. Будем помогать и подбрасывать дрова. Активисты молодежной башкирской организации презентовали свои проекты. Один из них – это общественный информационный медиацентр. Также в ходе встречи были озвучены создание студии башкирских девушек, организация национальных молодежных мероприятий. Среди активистов немало и молодежи разной национальности. Самое важное, что мы должны найти молодежь, которая заинтересована в каких-то продвижениях своих идей, потому что если будет искусственно натянуто то направление, которое не очень близко человеку, то это, конечно, не пойдет. Магнитогорск қаласында өзімдің студиямда асқым келіп, мына башқұрт құрылтайы есімінен бұл студияла башқұрт қыздары өздерін башқұрт тілін үйреніп, дефиле көрсетіп, түрлі мына нагрудниктарды деп айтайық мекен, нагрудниктар іштеп, башқұрт культураның көтеруге тілейбіз инде. Мы все дружим, мы все друг друга кем-то чужим не считаем, то есть, потому что мы выросли вместе, не знаю, то есть в одинаковых школах, в одном классе, за одной партой. И сейчас здесь происходит именно то продвижение этого единства. Планы у магнитогорской молодежи грандиозные. Они заинтересованы в личностном развитии и проявлении активной гражданской позиции, сохранении и пропаганде родной культуры и языка. Ансамбль чувашской культуры Сарби Республики Башкортостан посетил Челябинск. Выступление стерлитамакского коллектива стало настоящим праздником для представителей чувашского народа, проживающего на территории Челябинской области. Песни и танцы в исполнении профессиональных артистов вызвали бурю аплодисментов. Среди номеров были и башкирские. Схожесть культуры и быта не чужда этим народам. Их связывает многовековая история. У нас с чувашами из Республики Башкортостан уже давно сложились дружественные отношения. Одно из первых знакомств произошло на территории Свердловской области. Приезжал ансамбль из Федоровского района Республики Башкортостан. Мы с ними очень подружились, ансамбль «Мирджень». И там же мы познакомились с будущим председателем правления Чувашской национальной культурной автономии города Стерлитамак Федором Кузьминым, который сегодня к нам привез ансамбль Сарби из своего родного города Стерлитамак. Каждый раз, после каждого праздника так трудно расстаться. Это все очень рады, что со своей нацией, на своем языке все говорят, и все очень хорошо. В Челябинской области проживает около 6 тысяч чувашей. Они чтят свои традиции, культуру, язык. Продолжаем знакомить с южноуральцами, чьи имена оставили яркий след в истории Башкортостана. Хафиз Кушаевич Кушаев, деятель башкирского национального движения за автономию Башкортостана, председатель Башцик. Родился 15 октября 1888 года в селе Кузяшево Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне Аргаяшский район Челябинской области. Уроженец Аргаяшского района, краевед и ученый Арслан Бекбулатов не понаслышке знает Хафиза Кушаева. Двух земляков связывают и родственные отношения. Картнимдин ата Мухаммад Хужамулла, 836 года рождения. Анам брат Ибрахим, 841 года нашел Ибрахимдан туган Сафура инде. Нашанан беденли Кайым Кушаевман туган даккеле. А Кайым Кушаев ул ким? Нидин Хафиз Кушаевтын браты. Бир туганны. Айе. Олар
Бір туған, но инейдер икенсе. Хафиз Кушаевтың инәһе медиага улы. Кучуковтардан була. Хафиз Кушаев активно пропагандировал революционные идеи среди населения, за что не раз был наказан. Однако борца за свободу своего народа трудности лишь закаляли. Его авторитет рос с каждым днем. В июле 1918 года он был назначен председателем Аргаяшской кантональной управы. Ол бит инде 7 ел председатель башчысы булып эшләй. 22-29 елдар. 7 ел буена. Вот Аргаяшты бер ватталанып баган. Жизнь Хафиза Кушаева постоянно переплетается то черной, то белой полосой. Вскоре его избирают председателем Башкирского центрального исполнительного комитета. На этой должности Кушаев проработал 7 лет. Затем получил приглашение в Москву в отдел национальностей президиума в ЦИК на должность заместителя директора издательства «Власть Советов». Однако волна сталинских репрессий 1937 года не обошла стороной великого сына башкирского народа. Хатын атып үтергәндер силәр нидә Мәскәүдә трамвайдан төшкәс, шул остановкадан ерак китмәй атып үтергәндер. Шуннан аның кызы ятим калып, атаһы репрессированный, инәһе атылган. Шулай итеп, нидә балеринага угып сыгап берим дә. Вот шундай заттан кеше бит бер нигә югарыга сыга. Хафиза Кушаева обвинили в связи с Ахмед Заки Валидовым, шпионаже, и 27 сентября по приговору военной коллегии Верховного суда СССР расстреляли. Спустя только 20 лет его реабилитировали. Башкиры Южного Урала верно хранят его светлую память. Серия башкирских дискотек на Южном Урале. 26 апреля – Челябинск, Башкорт-Пати. 28 апреля – село Аргаяш. Вечеринка Йондос-Пати. Приглашаем творческие коллективы принять участие во втором Всероссийском межнациональном фестивале детских песен и традиционных искусств России «Край, в котором ты живешь». Открыта регистрация на региональный фестиваль-конкурс «Зажги звезду» под попечительством Бориса Каплуна. Регистрация не позднее 7 мая. Ошының менән тапшыруыбыз тамам. Безне ОТВ каналында көтүп калыгыз. Киләһе очрашкандарга тиклем. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч!